Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. У нас сегодня человек очень серьезной профессии, но она к нам пришла как кондитер-любитель Евгения Синякова. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте! Да, всегда забывайте сказать, поэтому скажу сразу. Спасибо, что приняли наше приглашение и нашли время прийти к нам на передачу. Я очень обрадовался, когда сказали кондитер-любитель, но я смотрю, что вы будете вообще что-то не кондитерское готовить. Да. И что вы будете готовить? Сначала были мысли, честно говоря, приготовить что-то из десертов, но с учетом того, что я делаю это практически каждый божий день, я подумала, что немножечко мы отойдем в другую стезю и приготовим что-то легкое и достаточно простое, потому что недаром говорят, что самое простое всегда это самое вкусное. Так, поэтому... Что это будет? Да. Сегодня у нас с вами будет салат с жареными креветками и брускетты с запеченным перцем. Два блюда? Два блюда, да, достаточно простые, легкие, то есть каждая хозяйка сможет их повторить. Да, а почему выбор пал именно на эти блюда? На эти блюда, вы знаете, не каждый человек, наверное, как по моему мнению, любит готовить что-то изысканное и то, на что нужно тратить очень много времени. Ну, повседневное. Да, как правило, конечно, хочется да. быстренько-быстренько, да, залезть в холодильник, что-то достать, быстренько закинуть в сковородку, что-то приготовить. Салатик – это достаточно такое очень простое блюдо, не тяжелое. Здесь содержится белок, листики, все достаточно сытно и полезно. Ну и брускеты, в принципе, тоже ничего сложного нет. Единственное время, которое мы затратим, это то, что нам нужно будет запечь перцы в духовке. Это займет время? Порядка там 15-20 минут, и там тоже будет уже все достаточно просто. Да, но наша передача где-то около 40 минут. Я думаю, мы справимся. За это время мы справимся. Провокационный вопрос, который я всегда задаю, но будучи представителем прекрасной половины человечества, вам наверняка это приходится готовить много, но вопрос такой, что любите ли вы это делать? Люблю. Любите? Очень. Чистосердечное признание. То есть это вам не в тягость, то есть готовкой вы на «ты». Ну, не держа сзади пальчиков, да? В кармане фигу, в кармане, так? Готовить, да, я люблю с детства. Вся моя семья, в принципе, любит готовить. У меня готовит муж, у меня готовит дочка, сыну моему 3 годика, он мне тоже уже помогает с готовкой. Особенно, когда я готовлю бисквит на торт, ему нужно обязательно ко мне подойти, поставить стул. И вот это все дело, когда миксер у нас используется, да, при приготовлении бисквита, он делает это очень хорошо. То есть он прям все держит, он все взбивает, поэтому помощников достаточно. Ну да, потому что же дети же, как правило, смотрят на родителей, родители Конечно. думают, да, а потому что же, кушать любим мы всегда. Все безусловно. любят кушать. Да, нет таких людей, которые не любят кушать. Хотя вот маленькие дети говорят, плохо кушать, что-то как бы... Смотря как подать и что приготовить, наверное. Вот ключевое. Если все время манную кашу, конечно, кто будет ее? Я сама ее не люблю. Да, и сама ее, если честно, не ела. Да, хорошо. Давайте приступать. Давайте. В первую очередь? Скорее всего, наверное, то, что... Давайте займем с того, что у нас занимает больше времени. Перцы. Мы с вами запечем перцы. Да. Как бы это делать? Для этого нам понадобится противень. Противень, давайте я вам ее... Перчики мы заранее уже помыли, поэтому мы просто ложим их на противень. Просто? Да, просто ложим. Не надо ничего. ни солить, ни перчить, ничего. Просто и аккуратно. уже ложим в духовку. Да. Буквально минут 15-20 нам Духовка у потребуется. нас, друзья, нагрета. 180 градусов, средний жар. Таймера здесь у нас... Таймера у нас нету, но у нас есть люди, которые будут следить. Нам подскажут. Да. Для телезрителей и для вас тоже. Вашему вниманию я должен сказать, что у нас наш друг и эксперт Семен Тарбаха, вот он сидит, Семен, привет, будет выступать, точнее выступает в новой ипостаси в качестве эксперта, очень внимательно следит и будет давать вам профессиональную свою оценку. И в конце мы все будем вместе с ним пробовать. И, может быть, что-то подскажет, может быть, он скажет, да вообще кто так готовит, и может вломиться в эфир иногда. Я вас пугаю. Все. Мы посмотрим. Да, посмотрим, да. Следующий этап. Что? Так, давайте теперь будем жарить креветочки. Да. Вы мне поможете с включением нашей плитки. Ага. На какой жар? Так, давайте чуть больше среднего. Чуть больше среднего. Ну, 7 хватит. Это я включаю 2 эти, и пусть пока сковородка нагревается. Так, давайте немножечко нальем туда растительного масла для наших креветок. Это мы креветки пожарим, да? Это мы сейчас с вами пожарим креветки, да. Для
любителей, так скажем, чеснока, конечно, по желанию можно было бы добавить чеснок, но все мы прекрасно знаем, что у всех людей разные у нас специфические вкусы. Кто-то любит чеснок, кто-то не любит, у кого-то аллергия. Поэтому в данном случае, в данном рецепте чеснок мы использовать не будем. Да? Возьмем Давай. только креветки. Просто креветки. Так, Ждем, ага, когда- да, ждем, пока у нас подогреется масло. И пока ждем, первый вопрос. Мы эту рубрику называем... А давайте, пока вы будете задавать вопросы, я уже буду резать Да, огурчик да, и помидорки режьте, на режьте. салатик, да? Ага, вот у вас Давайте, и в нож. процессе будем с вами Если вдруг хотите, болтать. чтобы я вам помог, то, может быть, есть что-то. Ну, вы сами справитесь, я думаю, прекрасно. Вот, Да, первый давайте. вопрос. Вопрос номер 1. Посмотрели в шпаргалку, и мы Поехали. эту рубрику называем, шутя, «Как вы дошли до жизни такой». Расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы вообще занимаетесь. Я телезрителям уже рассказал, что у вас очень серьезная профессия. Немножко. Очень серьезная Да-да. профессия. Нет, ну можно вообще начать, где вы родились, что, как. Какой семье вы Родилась родились? я в городе Якутске, М, то есть родом я Коренная? отсюда. Да, коренная якутяночка. Это я приезжий. Ну ничего страшного. Да-да-да. Здесь таких много. Да. Родилась в городе Якутске, вместе с семьей, получается, ну, родители тоже с Якутска, соответственно. Закончила 23-ю школу, Так. 6 лет отдала спорту школьному, занималась баскетболом. Вау. Подождите, баскетболу? Да, несмотря Да. на то, что я очень небольшого роста, Да, но я была обычно нападающей. баскетбол уже Ульяна Громова и все прочие, да, уже вот такие высокие люди. Я была неплохой нападающей и очень хорошо забивала с 3 очков. Ничего себе. Ну, это было так давно. Ага. Ой. И что? После баскетбола случилась новая любовь со спортом. Появился в моей жизни сайкл. Сайкл. Это велосипеды. Ага, да. То есть, когда вы садитесь и на большой скорости крутите педали. Ага. То есть, тренер вам кричит Да-да-да, там крутите педали, но быстрее. никуда не едете. Ну, получается, грубо говоря, Из точки стоим на А месте. в точку Б. В точка А в точка А. Примерно так, да. Да. Но зато калорий теряется на раз. Вообще. Очень хороший вид спорта, Да, честно да, говоря. да. Я бы прям девочкам его бы советовала. Моя подруга одна занимается, у нее даже свой спортзал такой есть, сайкл. Мгм. Прекрасно. Да. Ну, сейчас я, честно, как бы спорт, скажем так, является неотъемлемой частью моей жизни я вижу, вы в с самого форме, да, детства. в спортивной форме. Сейчас я уже, с учетом того, что у меня все-таки 2 маленьких детишек, есть основная работа, да, есть там хобби мое. До которого мы дойдем обязательно. Да, и за счет этого, конечно, времени свободного уже не так много, поэтому спорт стал домашним. Ага. То есть дома, наверное, стоит. в моем оборудовании есть весь спортивный инвентарь, начиная от резинок, заканчивая гантелями различными. Сейчас вот планирую купить Но это беговую уже дорожку. практически образ жизни и Да, неотъемлемая часть конечно. для вас. Муж занимается спортом? Муж тоже занимается Честь и спортом, хвала, вы безусловно. молодцы. Так, Огурчики огурцами мы с вами- справились? Да, теперь давайте жарить креветки. да, как У раз нас вот. сковородка уже нагрелась. Да. Приступаем к жарке. Так, какой был вопрос? Еще раз, Вопрос. пожалуйста, повторите. Ну да, вот очень важный вопрос о профориентации. Когда вы заканчивали школу, какое решение вы приняли? Куда идти, что делать? Решений, честно Поступать? говоря, было много. И выбора было много. Но вы знаете, честно говоря, будучи, когда я закончила школу, я понимала, что я не хочу быть, как бы это грубо не звучало, вот этим червем финансовым, да, или как их называют, который пятидневный свой, то есть 5 дней в неделю работает. И только 2 дня за эту неделю отдыхает. Ну, то есть у вас полет фантазии, у вас творческое что-то, да? Я понимала, что мне этого будет мало. То есть я постоянно была в поиске чего-то. Да, с учетом того, что я человек очень творческий, я всегда стремилась к чему-то такому, что меня бы постоянно вдохновляло, чтобы я не стояла на одной точке, а чтобы постоянно был какой-то рост, чтобы да, меня да. что-то мотивировало и что-то вдохновляло. И в какой-то прекрасный энный момент, когда я сидела в декрете с дочкой старшей, я наткнулась на одну девушку, которая в интернете просто показывала видеоролики, как она готовит определенный интересный десерт, которого на тот момент в Якутске еще не было. Ну, я ни у кого не видела таких По крайней десертов. мере. Да, возможно, они, конечно, были, но, возможно, я этот момент упустила. Что-то диковинное. Это что это было? Это были муссовые торты.
Муссовый торт это не просто торт, то есть это не бисквит, да, где идет, допустим, бисквит, крем и сверху там какие-то кремовые шапочки. Муссовый торт это немножко такой достаточно сложный процесс. За счет взбивания сливок, использования желатина, ягод можно добиваться абсолютно разных вкусов самого мусса. То есть мусс может быть шоколадный, клубничный, сливочный, ванильный, то есть их безумное Это вот количество. Это основа Ага. муссового торта, то есть приобретаются специальные силиконовые формы, куда заливается мусс. В серединку может ложиться какая-то основа, например, это будут ягоды, ну неважно, там вишня, малина. начинка. Начинка, да, это могут быть орешки или карамель. Сверху заливается новая порция мусса и укладывается небольшой слой бисквита. И все это замораживается. Так, креветки наши почти готовы. Ну, их вообще же, Достаточно по-моему, быстро любые они морепродукты, готовятся. они... Да, говорят, что их Раз-раз сильно и в долго дамке. жарить нельзя, потому что они будут уже потом Твердые. резиновыми. Да, все, можем плиточку выключать. Так, мы снимаем с огня Так, и и у нас с вами убираем остаются жар. помидорки. Пусть они здесь или надо будет? Да, пусть они пока сами остынут. почти, да? Ага. Мы пока с вами порежем И помидорки. помидорки. Помидорки какие-то у вас оригинальные, Новый черные. сорт черри, А. скажем так. Да, они очень вкусные, кажется. Они очень сладенькие, вкусненькие, Да, да. а я вот одну хочу украсить. Да, давайте. Ну как? Сладенькие, да? Да, очень вкусно. Итак, увидели вы десерт и решили Увидела повторить. я этот десерт и влюбилась. Собственно, про что я и говорила, что нужно было мне вот во что-то влюбиться, помимо мужа, конечно же, да? Чтобы чем-то попробовать заняться новым. Конечно же, я скупила очень много силиконовых различных формочек. Конечно же, первое время у меня, были какие-то моменты, когда у меня не получалось что-то делать. То есть но тот случай, когда первый блин комом, да? Он был не один. Так, Их было несколько. ага. Но если я что-то хочу, меня очень сложно остановить. Как по-якутски говорят, саханёй. Да, Не упорство. буду этого повторять, но да. Да, упорство. Да, всё как бы равно это есть у сделали, меня типа, немножко такое, да, в этом плане немножко упертое. Как бы я понимала, что мне нравится, как это выглядит. Это выглядело очень эстетично, очень красиво, и это хотелось съесть. Самое главное, да? Мы же все-таки смотрим всегда глазами. В первую очередь. В первую очередь, даже вот любое блюдо, неважно, какое оно на вкус, если оно нам зрительно нравится, мы уже хотим его заказать и хотим его попробовать. Есть же такое? Вот особенно же десерты, да, в кафе приходишь, они вот на витрине, и вот так... Вот, конечно. Вот так, да, чтобы Такой чтобы вау-эффект да, у меня вау-эффект, сыграл. Все, я подумала, надо учиться делать. Прошло какое-то время. Ну, то благо, есть- был интернет, и были все да, возможные конечно. инструкции, Методом как проб и делать. ошибок я научилась. Я научилась, начала их делать, но потом этого стало мне в какой-то момент мало. Я поняла, что, оказывается, я могу делать не только муссовые торты, оказывается, столько всего интересного, что можно делать еще. А почему вот выбор пал, раз вы любите готовить и любите экспериментировать, то есть применяете ко всему творческий подход, именно почему кондитерка? Почему вот сладкое? Почему кондитерка и Да. сладкое? Вы не Ну, задумывались наверное, об этом? во-первых, потому что я сама по себе жуткая сладкоежка. Прям вот с детства, да, опять-таки я и вся моя семья, мы жуткие сладкоежки. Ну, в принципе, сладости, наверное, любят все. Сладости, они же нас все делают Последние очень 2,5 счастливыми. года я тоже очень люблю сладкое. Торты и все прочее, да. Плюс, наверное, Торты. торты. Они доставляют людям счастье. Вот любой праздник Без этого никак. сложно себе представить без торта. Да, без- Согласитесь? день рождения без торта это День уже что-то не- рождения, да. свадьба, Да. там, юбилей, какая-нибудь гендерная вечеринка. То есть абсолютно практически каждый Они праздник. вошли в нашу жизнь. Конечно, и захватили безусловно. нас. И наше Это же внимание. потом такая память, фотографии. Ну и, конечно же, когда люди, самое что главное, это еще что есть, когда человек тебе дает обратную реакцию на то, что ты сделал, и если ты сделал это вкусно и качественно, и если тебя человек за это поблагодарил, сказал тебе спасибо, что вы сделали наш праздник лучше и вкуснее, это же, наоборот, еще больше всегда мотивирует. Когда ты Вдохновляет. хорошо, качественно, грамотно, красиво делаешь любую свою работу, ну, неважно какую, да, и люди тебе за это благодарны, мне кажется, это прям мотивирует всегда.
Да, а еще больше мотивирует, я как предприниматель скажу, как бизнесмен, если он скажет, я вас обязательно порекомендую своим друзьям, и в следующий раз только к вам приду. Это очень Это приятно. вообще просто Согласна. божественно. Согласитесь? Очень, Да. да. И вот ради этого мы это все и делаем. Я, во А всяком вы, случае. то есть, получается, вы кондитер, любитель, мы представили вас Я самоучка. кондитер-любитель, да. Почему? Потому что я нигде не училась на кондитера. Специально? То есть все рецепты, да. Кулинарного техникума за спиной у вас Нет, к сожалению, нет. Диплома По нету. диплому у меня, я финансист. Ну, как я уже ранее сказала, финансист – это тот человек, который сидит 5 дней, грубо говоря, в Ну, банке. то есть, вроде как не ваше. Да, совсем не мое. А вот торты, десерты – это как раз-таки вот то, ваше. что Но я у сама вас есть люблю. желание, например... Нет, ну вы учитесь, да? Вы самоучитесь, Я- тем более, что сейчас в эру, нашу эпоху, когда интернет и все прочее есть, благо очень много Сейчас всевозможных плюс курсов. какой? Сейчас не Плюс. обязательно куда-то поехать, чтобы чему-то научиться, да? Да, онлайн. Сейчас, в принципе, можно купить онлайн-обучение. Это нам не нужно уже. Это уже не нужно, Да, да, мы это это уже можно уберем. убрать. Вам все покажут, расскажут на примере, то есть вы увидите, что конкретно, что вам нужно. Весь И технологический цикл, потому что уже очень да, важно. конечно, конечно. И там, ну, допустим, если вы покупаете какое-то обучение своего рода, пройдя его, вы уже понимаете, будете вы потом с этим работать или нет. Потому что я съездила на одно обучение, да, это было несколько лет назад, я ездила на обучение в Москву, купила обучение у женщины, съездила, и тот формат, и тот метод, скажем так, сборки торта, который она продавала, показывала людям, да, он мне немножко не подошел. Как бы я съездила, да, я чему-то научилась, что-то посмотрела, но как бы именно в свою работу я это не несла. Как бы ушла немножко в другую сторону. Но все равно благодарна за этот опыт. Конечно, да, техники и все прочее. Да, какие-то конечно. рецепты, возможно. Я вообще очень люблю наблюдать за, ну, великими их, конечно, наверное, не назовешь, за большими кондитерами, Коллегами. у которых коллегами. Да, вот очень, кстати, хорошее слово. Я никогда бы не назвала их своими конкурентами. Это коллеги, у которых можно всегда вдохновиться, научиться чему-то новому. Если я вижу, предположим, какой-то очень интересный для себя проект, торт, который меня вдохновил, я обязательно попробую его повторить, уже будучи у себя. Получится, не получится, там это уже мое дело, да? Но, как правило, если я что-то вижу, если мне картинка вот взглядом мне приглянулась, я обязательно попробую это сделать. А вот скажите, ну, допустим, если взять классическое образование кулинарное, но учат всему, да, есть классические, ну, например, те, которые вообще у нас во всех обиходе, ну, условно, я там, не знаю, шоколадный брауни, тирамису, Так. красный бархат, Это слишком еще скучно. что-то, Ну, да. лично, как по мне. Но, тем не менее, наверняка вы их умеете готовить. Именно брауни? Ну, я имею в виду какие-то вот классические, которые у всех на устах. Медовик. Вот, слоеный кстати торт. говоря, медовик не так давно я вела в прайс, потому что, честно сказать, очень много людей, моих постоянных заказчиков, просили у меня именно медовик. Это классика. Маркетинг, да, потому что, ну, Все у если нас спрос есть, а любят почему его. нет? Ну, просто сейчас, опять-таки, очень много вариаций медовика. Ну, то есть на сметанном креме, на творожном креме, карамельный медовик, медовик с вишней, там, с грецкими орешками. Ну, то есть у каждого торта, у каждого торта какой-то свой вкус. И, как правило, именно я такую провела стезю, что в Якутске очень любят медовый торт. Да, любят. Я один из моих любимых. И кто я была такая, да, если отказывать людям? Если люди хотят, Конечно. то, пожалуйста, им надо давать. Я вела два. У меня есть два вида торта медовика. Это карамельный с грецким орехом и классический на сметанном креме. Если у вас будет какое-то мероприятие или возможность, Заказывайте, обращайтесь. конечно. Да, обращайтесь. А много у вас вообще, ну вот, как правильно Прайс? сказать? Ну вот, да, номенклатуры. Номенклатура — такое сильное слово. Я не знаю, откуда нам взялось. Ну вот, сколько у вас перечень? Перечень? Да, перечень. Перечень Лист. десертов. Так, ну смотрите. Бисквитные торты, муссовые торты, муссовые пирожные, бенто-торты, дубайский шоколад. Который стал модный.
Да, но он уже Откуда как он будто взялся, я не бы, знаю. он как будто бы уже Возможно, из немножко Дубая, да. уходит из моды, но как бы пока еще он есть. Картошка обязательно. То есть это вот наша старая, знаете, вот эта картошечка, Картошка, это вот- которую вот это вот продавали, как раз таки вы говорили о классике. Ага, Картошка, картошка. только сейчас она заиграла новыми красками. Ага. Она сейчас, во-первых, выглядит по-другому. То есть Она тот такая случай, когда очень... это новое, это хорошо забытое старое, как будто, да? Да, что-то есть в этом, да. Но там, то есть, если в классической картошке только у нас, грубо говоря, бисквит и крем, да, вот это вот сделанное в виде картошечки, и все, и как бы десерт выглядит в виде картошки, то сейчас он выглядит немножко иначе, и внутри у него содержатся разные начинки, опять. Ага. Ну вот вообще советская классика, по-моему, это вот песочная, это сверху Да, глазурь, вот он да, такой это вот вытянутый. такой пироженка. Да. Родная. Кофе-волна. Я вот, Ну вот у меня картошка выглядит немножко иначе, Ага. но тоже пользуется спросом. Вафли, кстати, тоже классика. Вафли. Обычные вафли, которые готовятся в вафельнице, заворачиваются трубочкой. И туда мороженое можно еще бахнуть. Ну, можно. По-хорошему, можно хоть что туда бахнуть. Ну. Просто, опять-таки, по классике, это обычные трубочки, как правило, ну, с вареной сгущенкой, да, обычно их Да. покупают в магазинах. У меня вафли идут с вареной сгущенкой. Ну, сгущенку я варю сама. Это идет творожный крем, либо шоколадная паста. И все это украшается свежими ягодками, орешками, шоколадом. То есть выглядит это очень красиво. Да. Я так думаю, да. Перчики Перцы наши. у нас вот 15 минут нам подсказывают, что уже можно уже вытаскивать. Да, можно уже аккуратно. вытаскивать. Давайте вытащим. Вытаскивать, Пусть давайте немножко нам нужно их обязательно сейчас с вами замочить в холодной водичке минутки на 2, чтобы у нас хорошо, быстренько отошла Вот у пленочка нас от них. холодная вода, по-моему, да, стоит, да, Семен? И нам их нужно взять вот Давайте сюда, их да? замочим. Замочим. Нет, Все, Я противень думаю, можно убирать. это можно. Все, пусть немножко остынут. Так, убрали. салат мы с вами практически доделали. Нам осталось с вами сделать заправку для этого нашего салата. Да. Для заправки Что вы для мы нее с берете? вами берем французскую горчичку. Дижонскую я еще называю, да. Что, Можно, пожалуйста, ложечку, да? ложечку, да. Идет такая? Да, пойдет. Эй, круглая. Так, берем с вами горчицу. Так, посуду сразу давайте уберем, да? Да, давайте. Так, Нужно нам- мед. Мед можете использовать, какой вам нравится. Ну, чуть-чуть жидковатый, видимо, надо. Такой, да? Ну, этой консистенции. Ну да, для соуса, наверное, подойдет больше. Ну, такой, без добавок, наверное, Да. цветочный. Обычный мед. Да, Пусть обычный, будет обычный. цветочный. Давайте. Так, ага. убираем. Так, и растительное масло. Масло чуть-чуть. Немножечко. Все. Все. А вот черное что? Так, черное это у нас кунжут. Кунжут у нас будет использоваться для брускет с печеным перчиком. Мы будем кунжутом посыпать наши брускеты. Все, замешиваем соус, прям хорошо так промешиваем, чтобы у нас мед и горчица смешались вместе. И это будет заправка. Это у нас будет заправка, да. По прайсу вы меня спрашивали, что есть в прайсе. Вот сейчас как раз-таки прошла не так давно новое обучение по зефиру. Но это будет не просто зефир, опять-таки классический, который мы покупаем в магазине, ну то есть в виде таких помпушечек, да, зефирных. Это будут зефирные цветы, большие букеты из зефирных цветов. Посмотрим, что у нас из этого получится. Но надеюсь, что в будущем мужчины будут радовать своих женщин не только живыми цветами, но и зефирными. Так, все. Так, теперь нам нужно все это дело А можно еще одну ложечку, пожалуйста? Вместе, да? Потому что сейчас это будет не очень удобно замешивать. Точно такая же. Ага. Чтобы у нас тут ничего не вываливалось. Будем замешивать. Смотрите, наверняка сейчас в наше время не возникает трудностей с тем, чтобы найти ингредиенты, все эти, то, что нужно вам для работы, да? Какие сложности? Последнее время нет, кстати. Да, последнее время Честно нет. Сейчас сказать, уже да. рынок, скажем так, чувствует это и приносит, у нас вообще все есть, Вы знаете, почти все есть. в нашем городе, на самом деле,
очень много девушек, женщин, которые занимаются этим интересным ремеслом, Ваши кондитерством, коллеги, да? ваши коллеги. Да, моих коллег очень много, и я думаю, что магазинов, как правило, тоже в Якутске уже немало. То есть это специально оборудованные магазины, где человек может приобрести весь кондитерский инвентарь. Коробки, сыр, сливки. То есть сейчас это вообще на самом деле не проблема. Ну, на случай, конечно, в обиход идут маркетплейсы, где можно что-то дозаказать, но, как правило, лучше, конечно, это делать заранее, потому что бывают все равно сроки доставки не всегда у нас, да, вовремя приходят, поэтому иногда как бы приходится ждать. У нас даже дома есть штука, вот, которую вот торт кладешь и вот так проворачиваешь. Выравнивает? Выравниватель специальный, Интересно, да. у меня такой Сын штуки младший нет. подарил супруге, маме, соответственно, да, чтобы она вот тоже Она делала. тоже любит заниматься. Она иногда готовит, да. Мы Ага, тоже для семьи. вот следим за питанием. У нас как бы мы старые люди, поэтому нам надо это делать, оказывается. Ну, нам Да, всем и- это надо Да, делать. всем это надо делать, да, потому что, ну, куда уж деваться, ПП Ну у да. нас уже у всех на устах, и сейчас уже вошло, скажем так, в нашу повседневную вы жизнь, знаете, что ПП примерно следить за тем, что ты кладешь в рот. ПП это же тоже может быть вкусно. Разный. Конечно. Да, да. Даже вот давайте возьмем, к примеру, этот салат. Мгм. Ну почему бы не назвать его ПП? Креветки, белок. Да. Достаточно много листьев, Зелени, что клетчатка. очень полезно, да. Единственное, Разноцветность. Да. ну то есть вообще очень много присутствует зеленого цвета, да, это очень хорошо. Огурчики, помидорчики, то есть тоже все очень вкусно, полезно. Да, единственное, немножечко содержится, конечно, соуса, но он в такой небольшой дозировке, поэтому если взять, предположим, какой-то гарнир и покушать вот этого салатика, очень даже. Вполне себе подойдет даже почти Да. профессиональному спортсмену. Возможно. Я тоже так думаю. да, Отлично, это да. отлично. Кстати, он у нас уже готов. Итак, мы очистили перцы Да. от кожуры. Сейчас мы будем их с вами резать на маленькие квадратики, чтобы их потом разложить красивенько на наши брускеты. Маленькие квадратики. Ну, то есть Да, мелко-мелко. да, здесь? мелко порежем сейчас. Ага. Итак, у меня такой вопрос. Поделитесь своим опытом, да, ну вот в вашем случае как было. Так, Нравится вам готовить десерты, и в какой-то момент вы поняли, что их можно монетизировать. Да, продавать и все прочее, да. Что вы делали, как вы их продвигали, и была ли какая-нибудь, ну, может быть, страх что-нибудь купить или что-то такое? страх. Кто вы были первыми заказчиками? Честно сказать, нет, страха не было вообще. Я, наверное, может быть, была слишком уверена. Ну, как бы я была уверена в своих силах, и я надеялась на то, что из меня получится неплохой кондитер. Да. Ну, собственно, как оно и То есть вышло. вы все равно были уверены, что конечном потребителе свое найдете? Конечно. А, В силу того, что я такой достаточно очень открытый, дружелюбный человек, я думала, что ну, особо долго-то мне ждать и не придется, но на самом деле так оно и вышло. Потому что как бы, ну, я верю в то, что хорошим люди хорошие тоже идут. подобное притягивает подобное. Подобное притягивает подобное, да. Что я сделала? Тогда появились социальные сети. Да? Ага, конечно, сейчас это очень удобно. Конечно же, мною была создана страничка моя, которую я достаточно быстро стала развивать. Сами, самостоятельно. Сама, То самостоятельно. есть вы не никакие... набирали специальное самого? Нет, никаких инструментов дополнительных, то есть Как нет, вы не считали было. нужным, так и, ну, просто Да. фотографировали, наверное, и говорили, вот такой торт. Вот Да, такой. все верно. Ага. Ну, конечно же, первыми дегустаторами всегда выступают наши любимые родственники. Ага. Папы, мамы, братья, мужья, подруги. Собственно, так и получилось. И потом, знаете, как сыграло, как, ну, некое сарафанное радио, наверное, Сарафанное да? радио, ага. Потихоньку, помаленьку. Конечно, сначала заказов было Сеть начала немножко. разрастаться. Да, Да. не, я к тому, что все равно же для того, чтобы уже бизнес поставить на поток, нужны некоторые вложения. Да? Ну, то есть, или как в вашем случае? Вы, то есть, из подручных средств просто готовили? и всё? То есть Нет, вы только на заказ готовили? я и сейчас делаю только на заказ. Только на заказ. Я из тех людей, кто любит вот, ну, свежее. То есть вам нужно это завтра. Я не буду это готовить вам, предположим, там за несколько дней. Если вам нужно завтра, я сделаю вам завтра. Накануне. Да, то есть не особо как бы люблю заморозки, хотя, кстати, муссовые торты,
Они Вот требуют, всегда требуют вот это того, вот я чтобы делаю. день поставить. На следующий день, ну, медовик, например, на следующий день он еще вкуснее становится. Потому что он постоит, впитывает этот крем, конечно. Он Муссовый, должен как бы вот дойти как раз, да? да. Муссовый торт, он замораживается в морозильной камере. То есть он прям ночь может стоять в морозильной камере. Утром, предположим, я его достаю, заливаю либо зеркальной глазурью, либо велюрю его из краскопульта. Это такое специальное приспособление, чтобы торт выглядел как велюр. Знаете, вот покрытие же есть, Да, и вот торт выглядит ровно так вот же. такой вот. Да, либо Машина есть зеркальная поверхность, то есть это когда вот вы в тортик смотрите и видите себя. Вот это зеркальное покрытие. Очень это классно и выигрышно смотрится вот на сердцах. То есть торт в виде сердца и зеркальная классная глазурь. И выглядит это очень эффектно. Прям такой эффект вау. Очень часто вот его как раз-таки берут на 14 февраля, на 8 марта мамам. То есть его можно очень красиво задекорировать живыми цветами там по бокам. Это будет очень красиво смотреться. Ну, то есть красота, это, мне кажется, ну вот товарный вид в первую очередь, да? Да, наверное. Да, чуть ли не в первую очередь. Все-таки встречают платежки. Опять-таки, когда человек заходит в социальные сети кому-то, да, ну то есть хочет что-то заказать, ну неважно, давайте даже возьмем не торты, а маникюр, педикюр, ресничных фей. Человек, когда заходит в социальные сети, конечно, он же смотрит на работу, если эта работа ему нравится, он думает, хочу себе такую же. Хочу. Конечно. Ну и, наверное, как правило, с десертами то же самое происходит. Человек увидел, подумал, на свой праздник я бы тоже хотел себе именно такой десерт. У нас начинается с человеком диалог, ну, то есть я уже... Только, пожалуйста, вместо Вася напишите Петя. Да. Такое тоже бывает. Ну, тут уже хозяин барин, как говорится, да, как бы кому что, так мы и делаем. Как говорится, заказчик всегда прав. Потребитель, да, всегда прав. Что-нибудь необычное вам заказывали, ну, в виде, я не знаю, это в какую-то форму, я не знаю. Допустим, окулист заказал глаз. Один раз такой анекдот даже был. Девушка заказывала торт в виде колонки музыкальной. Такая была небольшая бенто-музыкальная колонка, но это, вот, по крайней мере, то, что сейчас вспоминаю. Ну, таких прям супер изощренных каких-то тортов. Что-то в виде чего-то. Вы знаете, такие торты, наверное, я не делаю. Почему? Потому что, как правило, если вы хотите получить какую-то фигуру на торте, там используется мастика. То есть это вот эти все фигурки, облепка, да, вот эта слепка связана. Я это не люблю, потому что мастика это такой продукт, она больше используется для декора, ее же как бы особо не едят. Она, во-первых, очень сладкая. Но всегда считается, что, допустим, если вот кондитерское изделие, нужно делать только из того, что потом в конечном итоге можно съесть. Ну, даже? Не обязательно. Да? Допустим, девчонки любят торты с живыми цветами. Живые цветы, как они потом просто либо ставятся в вазочку, предположим, еще там несколько дней настаивают, либо просто для красоты. То есть можно вот так убрать? Да, и потом конечно. Это нормально. То есть там получается вот веточка, она заворачивается в пищевую пленку, то есть ничего там с другом не контактирует, цветочки спокойно вставляются в тортик. И таких вариантов может быть масса. То есть это может быть, кстати, машинка. Вы, если на меня не подписаны, должны были видеть, вот у меня торт, у меня есть специальная левитирующая подставка. Что я сделала? Это, значит, у нас стоит торт. Там он был, по-моему, порядка 2 или 3 килограммов. Поверх торта я поставила эту левитирующую подставку. Чтобы вы понимали, она прокручивается на 360 градусов. И у нее есть специальное магнитное приспособление, которое прям, ну вот летает. Я поставила туда машинку детскую, и у меня получился эффект, то есть стоит торт, и полностью машинка на 360 градусов парит, получается, над тортом. Да, я делала такой торт подружке на день рождения, ребенок был прям в восторге. Ну там, честно говоря, и взрослые тоже были в восторге, да. То есть вот это очень такой креативный торт, как у меня. А обычные фигурки из мастики, ну как будто бы это немножко не мое. Не совсем о торте. Ну как, чуть-чуть внимание на какую-то другую степь уходит. Не будем обижать моих коллег, кто исключительно работает на мастике, да? Но такое тоже делают. У каждого свое, как говорится, да? Как говорится, пока есть спрос, но что мы кто такие, чтобы конечно. идти против. Кому что нравится, как бы тот делает. Толпа так, хочет. мы сейчас с вами взяли брускеты, наш обычный батон, его можно подсушить в духовке, допустим, чуть-чуть. А с какими-то травами можно не подсушивать, то есть кому как удобно. Да. Сейчас мы взяли с вами обычный свежий батон, я его мажу творожным сыром. Творожный сыр тоже можно, в принципе, использовать любой, какой вам нравится. В нашем случае это кремета. Кремета. Творожный сыр кремета, да.
Как раз таки этот сыр, кстати, я использую для выравнивания своих тортов. Мгм. Очень мне нравится с ним у меня супруга, работать. кажется, тоже вот использует крем. Хороший крем, берет, да. выдавливает. Так, я думаю, 3 брускетики мы с вами сделаем, и, наверное, этого будет нам Да. достаточно. И да? мы Будем приглашать нашего... да, приглашаем нашего эксперта. Нашего Нам эксперта. подсказывают, что наша передача уже подходит потихоньку к концу логическому Как раз завершению. успеваем вовремя И с вами. да, Так. наш салат. Так, а можно, пожалуйста, попросить у вас ложечку? Ага. Так, в перчик добавим немножечко растительного масла, У меня уже готовы вилки. чтобы у нас перчик блестел. Все, потихонечку выкладываем. Тоже, кстати, одно из как будто бы ПП блюд. Итак, Привет. вот он, Семен. Да. Привет, Семен. Привет. Я вот смотрел, наблюдал за вами. Так, Очень интересные беседы и очень интересные так называемые наши блюда. Мне вот очень приглянулась брускетта, потому что она очень такая базовая. да, согласна. Вот насчет хлеба вот тоже говорили, может, цельнозерновой, можно, в принципе, Всё. любое хлебобулочное изделие нейтрального вкуса брать. Есть еще советы, где кто-то запекает, кто-то жарит на гриле. Да, Или можно на чуть-чуть сухой. поджарить. Да, На сухой. Кто-то любит прям на масле его поджарить. На сливочном. С чесноком, чтобы с еще травами. было. С чесноком вот так. Да, вот. прованские Прям, травы. чтобы прям как гренки были. Ну, видите, тут у нас идет интерпретация нескольких, как говорится, национальных кухонь. Это европейская, кто-то любит по-восточному там, кто-то с чесноком, кто-то любит втирать перец чили. Да. Чтобы Да. поострее было. Да, с чтобы изюминкой. поострее. А вот с начинкой, вот, ну, творожный сыр, это у нас некая такая базовая вещь, это фундамент. Вы можете там все что угодно и добавлять травы, колбасы, сырокопчености, мясо, рыбу, курицу, да. Можно делать такие вот смеси фаршей, да, и все это добавлять. И также можно вот все оставлять так, сыр творожный, кто-то любит соленый, да, брынза, например, да, и добавляет рыба, мясо. Да, Вот, даже сверху. можно соусом иногда подливают. Вот Да. терияки соус же есть. Да, Или рыбный бальзамические какой-нибудь. Да. крема идут очень Ну, короче, подходят. вариаций великое множество. Масса. много. да. Масса. Но вот это такая, не знаю, знаете, такая некая маленькая база, ну, такая золотая База. середина. Да. Насчет салата тоже. Салат с креветками, я увидел вашу заправку. Она очень, так сказать, больше к европейской, да? Ну да. Такой более легкий вариация. Ну, Мы стоит мы пришли к выводу, что это даже вот профессиональным спортсменам как ППшное питание подойдет. Ну да. Учитывая, что там Количество много... масла очень мало, видел, да? И в принципе, много ничего не добавляли. Это такая вот очень легкий салат получается. И белков Стоит- много. Да, что стоит важно только очень. пробовать. Да. Да. Пожалуйста. Держи, А что, дружище. только две? М? 2 тарелки. 2 тарелки, да. Ну, возьмем, давай 3. Вот еще одна есть. А вы пробуйте. Я не буду, хорошо? Вы не будете? Нет, я прям не Да? хочу. Вы через 15 минут после нас. Нет, я тоже дома поем. Я даже бывает так, если Пробуйте, честно, с тортами, там что-то остается, я не ем. Я уже все. Все, а я поем, да. Кушайте, кушайте. Единственное, вот, возможно, вам, возможно, нужна будет соль, потому что, ну, мы дома не солим. Нам вот этой заправки, в принципе, хватает. Бывает такое, что вот Именно, как есть же, именно вот, заправкой, да. Да, Именно вот как заправкой, Ивлев да, Константин действительно, можно и говорит, не что солить. ему же вечно вот там, что все не солено. Он всегда что-то везде себе подсаливает. Спасибо, дружище. Когда вкусно, тогда вкусно. Да, очень ведь? вкусно. Мне очень понравилось то, что вы взяли темные черри. Они больше, кстати, к салатам подходят. Да, за счет назов- листьев Да. красных тоже, кстати. Ну да. И у них привкус такой сладковатый. Даже вот черри, они как будто чуть кислее, да, чем вот эти помидорки. У них сама консистенция более плотная тельца, они дольше хранятся и больше подходят к салатам, потому что они такие даже, не можно сказать, чуть-чуть Да, хрустящие. да. Соотношение, консистенция Идеально. идеально. Отлично. Прекрасно. Отлично. Евгения, вам спасибо огромное. Вам И знаете, спасибо. да, я знаю, что накануне у вас был день рождения. Поздравляю вас с днем Да. рождения. Спасибо Мы большое. от всей души, от нашей передачи поздравляем прошедшим вас с днем рождения. Конечно же, да, вам надо пожелать творческих успехов, потому что это такая работа, которая требует всегда обратной реакции, когда
вы, как мы и в самом начале упоминали, что если у вас будут постоянные клиенты, вдохновляться вашим творческим, вдохновляться вашей творческой работой, это будет отличная награда вам, Да. вашей работе. Да. Согласна. И пожелание для наших телезрителей, пожалуйста. Пожелание. Пожелание. Ну, какое может быть пожелание? Никогда ничего не бойтесь, не останавливайтесь на достигнутом и всегда стремитесь к тому, что вас вдохновляет, и влюбляйтесь в искусство, в жизнь и в людей. Друзья, я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была кондитер-любитель Евгения Синякова. Евгения, вам огромное спасибо. Да, спасибо, Евгения. Да, Семен Тарбахов, я Петр Цыпанин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и, как мы здесь все время говорим, ешьте как мы, просто вкусно. Пока-пока. Будьте здоровы, друзья.